Ты знал, что кыргызы приняли ислам по своей воле не под мечом, а сердцем. Это был выбор, который изменил судьбу народа. До ислама кыргызы исповедовали тендрианство, веру в небо, тенгри, духов предков и силы природы. Это была религия кочевников, гор и свободы. Но уже в 9-10 веках кыргызы начали сталкиваться с исламским миром через купцов, соседей и проповедников. Почему кыргызы приняли ислам? Они не были первыми, но и не последними. Принятие было постепенным и осознанным. Ислам дал кыргызам три важных вещи: знание и письменность, книги, науки, политические и торговые связи. Мусульманский мир был объединен, и это давало защиту и развитие, моральная и духовная близость. Ислам не разрушил кочевую культуру, а стал ее продолжением. Уважение к старшим, честность, щедрость — это было уже в кыргызском быту. А вот вам исторические доказательства. В 960 году ислам официально приняли карлуки, соседи кыргызов. В 9-10 веках арабский путешественник Аль-Гарнати писал, что кыргызы уже мусульмане, но сохраняют свой кочевой образ жизни. Минарет Бурана, один из старейших исламских памятников региона, стоит на кыргызской земле с X века. Главная роль минарета — призыв к молитве муэддину, время 5 обязательных намазов, а также служила навигационным ориентиром. Кочевники и торговые караваны по дорожным тропам северного Кыргызстана ориентировались по силуэту башни. Это не мифы, это факты. Кыргызы приняли ислам не как завоеванный, а как свободный народ, который выбрал путь разума и веры. Они не отказались от своей сути, они дополнили ее новой силой.